Вот официальное заявление, которое разместило накануне на своем сайте Министерство внутренних дел России. Комментируя нашумевший инцидент с убийством Дадаева, ведомство утверждает, что Управление уголовного розыска МВД по Чеченской Республике в соответствии с установленным Министерством внутренних дел Российской Федерации порядком было поставлено в известность об операции, проводимой сотрудниками УВД Ставропольского края. А это официальное письмо министра внутренних дел по Чеченской Республике, в котором генерал-лейтенант Алханов сообщает, никто из руководства МВД по Чечне и его структурных подразделений ни письменно, ни устно, ни по телефону не был уведомлен о проводимой операции и, следовательно, участие в ней не принимал. Документально должны уведомить начальствующий состав МВД ПЧР о проведении на территории республики соответствующих мероприятий. Сотрудники Ставропольского края не обращались в Управление уголовного розыска, ни разыскного задания, ни поручения следователя не поступало, и сотрудники Управления уголовного розыска не проводили совместные мероприятия с сотрудниками Ставропольского края. В своем заявлении руководство МВД страны опирается на информацию, предоставленную правоохранителями Ставропольского края, недостоверность которой установлена. Выходит, ставропольские полицейские ввели в заблуждение Министерство внутренних дел России. Это противоречие номер 1, связанное непосредственно с нарушением взаимодействия внутри ведомства. По прибытию на место происшествия я увидел, что люди в масках, вооруженные, проводят мероприятия. Когда я подошел к одному из военных, показал служебное удостоверение, представился, он категорически отказал назвать себя и кто они такие. Я увидел, что стоит машина, обстрелянная машина и карета скорой помощи. Я позвонил своему командиру ОМОН Цакаеву Александру Гармановичу, доложил обстановку, объяснил, что какие-то вооруженные люди в масках проводят мероприятия, на что указал, что среди проводимых мероприятий нету сотрудников МВД Чеченской Республики, на что командир дал мне команду оцепить место проведения мероприятия и до прибытия руководства МВД никого за территорию не выпускать. Что было нами сделано? Рассмотрим другую, социальную сторону вопроса. Общеизвестно, что при проведении любых оперативных мероприятий самым главным приоритетом должна оставаться безопасность населения. А полицейские Ставропольского края действовали в масках на оживленной улице средь бела дня. Людей о проведении спецоперации никто не оповестил. До сих пор улица Бетимирова, где и произошел этот инцидент, была одной из самых оживленных в Ленинском районе. Даже сегодня, спустя несколько дней, местные жители обходят ее стороной. Происходившее 19 апреля люди вспоминают с ужасом. В выходной день на улице было полно детей. И то, что с ними ничего не произошло, родители называют чудом. Подъехал сюда, смотрю, толкучка. Машин людей не пускают. Вокруг которой люди стояли, толкучка стоит, вот спрашиваю, что делать. Они говорят, задерживают человека, который был в розыске якобы. Чуть ли не гнали машину, а стреляя сзади вслед. В центре города, средь бела дня так проводит операцию. Я даже был ошарашен этим делом. Вдруг там гражданские заденут. Помрут, погибнут там. Для меня это было удивительно. Скорую вызвали, говорит, и их не подпускали, никого не подпускали. Ну, страшное такое. Потом уже он, когда уже почти бездыханный он был, вот тогда подпустили. Казалось, что эта война не кончилась, началась опять, что-то стреляют вовсю. За детей переживаешь, за внуков. Услышал стрельбу, я вышел на улицу. Тут стояли солдаты в масках. Вот, никого не подпускали, не пропускали. Это вообще ненормально, если меня спросить. Посреди белого дня, тем более, у меня вот маленькие дети могут выйти в магазин прийти, не дай бог, что там. Вот, конечно, переживаем сейчас после такого случая. Выпускать уже так-то опасаемся, вдруг что. Это никто же не говорил, что это случится или будет это. Нам было страшно, люди стреляли. Я быстро убежал, рассказал все родителям. Родители сказали, не выходите из дома, пока все не кончится. Неприятно это было. Картулгуш, мадацер, наханный квардина, ершдяттера, наха баглушпу. Дети на улице бегали, дети до сих пор в шоковом состоянии. Забежали бабы, там, говорят, бандиты. Ну, это вообще страшно было.
не знаю, как можно было. Как раз около магазина. Вроде не позднее это время. Столько людей было много. Вот как такое могли сделать, я не знаю. Это буквально вот в магазин еще зашел дедушка с детьми. Это вот 5 минут вот разминулись они. Такая сейчас стабильная обстановка, вроде бы так нормально все. И раз вот такое, ой, неужели опять надо бояться? Вот уже опять страх какой-то появился. Цепочка противоречий продолжается уже в следственной стороне вопроса. Ставропольские полицейские утверждали, что подозреваемый открыл по ним стрельбу и ответным огнем был убит. Хотя Джамбул Дадаев не произвел ни одного выстрела. Мало того, по показаниям свидетелей, он сказал, что сдается и просил не стрелять людей, подбегающих к нему с оружием. Также нет доказательств того, что пистолет, найденный в машине, принадлежит убитому. В тот день я была у себя в магазине, услышала шум стрельбы, после чего я выбежала и увидела машину, которая ударилась об забор. Подбежала, дверь открыла, а там лежал человек весь в крови. Он был еще живой, были тяжелый вздох и хотел что-то сказать, но не мог. После чего подбежали люди в масках, приказали нам зайти в магазин и закрыть магазин. Потом я вызвала скорую. Это было оживленное время. Дети возвращались со школы. Я была дома, услышала сильный стук. Выбежала, увидела, что машина стукнулась об забор. Думала, что авария. Хотела подбежать, и в это время подъехала «Газель». Выскочили военные в масках. Приказали всем разойтись, не подходить. Не подпускали к машине никого. Не знали, как помочь, стояли, они не давали ни подойти, ни помочь человеку. Не давали увезти даже скорой, оказать первую медицинскую помощь человеку. Все вели себя очень вызывающе, ни один человек не боялся даже подойти. Все были просто в шоке от этого. Рамзан Кадыров называет похвальным тот факт, что в официальном заявлении МВД России признается наличие установленного ведомством порядка, в соответствии с которым сотрудники из субъектов обязаны поставить территориальные органы внутренних дел в известность о проводимых операциях. В итоге есть два официальных заявления от Министерства внутренних дел по Чечне Руслана Алханова и УВД по Ставропольскому краю, которые противоречат друг другу. В соответствии с элементарными законами логики, одно из них ложно. Рамзан Кадыров выразил уверенность, что министр внутренних дел России назначит служебное расследование, в ходе которого будет установлено, кто из сотрудников проявил неискренность, после чего будет решен вопрос об ответственности. Ситуация, когда средь бела дня неизвестные в масках расстреливают человека, напоминает не столько операцию по задержанию местного жителя, сколько криминальные разборки 90-х. Глава Чечни напоминает, в регионе нельзя проводить спецоперации без информирования регионального МВД, тем более, если речь идет о маскировке. На территории республики мероприятия в масках, касках не проводятся. И категорически запрещено. Заявление МВД России в очередной раз доказывает правоту позиции руководства Чечни, подчеркивает Рамзан Кадыров. Тем более, что в республике долгие годы в камуфляжной форме и масках действовали бандиты, совершившие убийство многих сотрудников полиции и гражданских лиц. В Чечне на собственном горьком опыте знают, что вооруженный человек в маске – бандит, а не представитель силовых структур. Поэтому, подчеркивает глава, он должен быть немедленно задержан, а в случае оказания сопротивления нейтрализован. И это наше принципиальное и жесткое требование. 4 декабря что было? Приехали люди в военных формах, касках, масках, заехали, убили сотрудников полиции, мирных жителей, напугали там, дальше, весь город. Зачем мы будем делать то, чего опасается наша республика? Я говорю и сейчас заявляю. Прошли те времена, когда выезжали, расстреливали, забирали, похищали. Сегодня Чеченская республика действует законы Российской Федерации, законы Чеченской республики. У них не было обоснований даже задержать его. Документ был о приводе. Они действовали против закона. Если нарушает закон, это какая разница, террорист он или преступник, или законник? Если он нарушает закон, то он преступник. В случае с этим инцидентом руководство МВД Российской Федерации даже предпринимает попытку оправдать незаконные действия полицейских, прибегая к искажению фактов. Но в апреле 2013 года в министерстве крайне негативно отреагировали на попытку МВД по Чечне отработать оперативную информацию о пребывании Дока Умарова в районе села Аршты на границе между Чечней и Ингушетией. В тот момент предотвратить провокационные действия со стороны коллег из соседнего региона удалось только благодаря хладнокровию командиров. Но этот инцидент сорвал операцию и позволил скрыться террористу
номер 1. Заместителю министра внутренних дел Почне Аптиалаудинову, который направился в Аршты, чтобы урегулировать ситуацию, приказом министра внутренних дел страны объявили неполное служебное соответствие. В этом случае речь шла о нейтрализации одного из самых опасных преступников. В Грозном же задерживали человека, находящегося в розыске за стрельбу по гражданину, а не убийство. Почему руководство МВД осуществляет к этим двум инцидентам принципиально разный подход – вопрос, который пока остается без ответа. Рамзан Кадыров выразил надежду, что министр внутренних дел России не был ознакомлен с текстом заявления, основанного на недостоверной информации, и в связи с этим им будут приняты должные меры реагирования. Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации выразили уверенность, что подобные действия представителей правоохранительных структур в регионе, где население еще не оправилось от психологических последствий боевых действий, можно назвать только провокацией, направленной на дестабилизацию политической ситуации на Северном Кавказе. В памяти людей еще достаточно свежи бессудные казни, незаконные задержания, аресты, пытки и другие массовые нарушения прав человека, которые совершали неизвестные люди в масках, на автомобилях и БТРах без опознавательных знаков по отношению к местным жителям, подчеркивают народные избранники. А оперативные действия без уведомления руководства местных силовых структур, по их словам, могли привести к самым непредсказуемым последствиям. Ведь нужно учитывать, что участники НВФ для совершения террористических действий нередко переодеваются в форму представителей полиции. Депутаты Госдумы осудили попытки некоторых российских СМИ использовать эмоциональную и по-человечески вполне предсказуемую реакцию Рамзана Кадырова на провокационные действия сотрудников Ставропольского УВД для расшатывания политической стабильности в России. Цитата. «Майдан в России не прошел и не пройдет, но его сторонники и сочувствующие им под предлогом свободы слова пытаются дестабилизировать обстановку в стране, найти слабые места в отношениях между регионами и федеральным центром. Но в отношениях между Москвой и Чеченской Республикой нет никаких противоречий, как и нет слабых мест». Конец цитаты. Аза Исаева, Ясмина Гацаева, Луиза Андиева, Елизавета Чепханова. Новости.